Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Елена Зинатуллина и о картине дня. В Татарстане стартует кадровая программа для ветеранов и участников СВО. Она начнет действовать уже на следующей неделе в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщил Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. Это аналог федеральной программы «Время героев». У нас она получила название «Батырлар. Герои Татарстана». Участников спецоперации будут готовить к работе в органах власти и госкомпаниях. Как это будет реализовано и что поручил Райс Республики в связи с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира, расскажем в репортаже. Сегодня по всей стране отмечается 36-я годовщина вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. 15 февраля 1989 года последняя колонна солдат вернулась на родину из Афганистана. За 10 лет в военных действиях участвовали больше 9 тысяч татарстанцев. Рустам Минниханов поручил главам городов и районов провести памятные мероприятия на высоком уровне и с соблюдением всех мер безопасности. Этот день стал символом мужества, стойкости всех, кто с честью выполнял свой интернациональный и воинский долг. Торжественные мероприятия с участием воинов афганцев, ветеранов боевых действий, прошедших горячие точки, сегодня пройдут во всех муниципальных районах и городских округах. Райс сообщил, 18 февраля в республике стартует кадровая программа для ветеранов и участников СВО. Она будет называться «Батырлар. Герои Татарстана» и станет аналогом федерального проекта «Время героев». Его создали по поручению президента страны. Цель программы «Батырлар» – подготовка участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях. Рустам Минниханов поручил всем ответственным структурам включиться в проект. К этой работе следует подключиться руководителям органов власти, главам муниципальных образований, руководству военного комиссариата, филиалу Фонда защитника Отечества по республике, республиканскому отделению Ассоциации ветеранов СВО. Я думаю, что это наша работа. Рустам Минниханов подвел итоги главного международного события для Татарстана. На конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества в Саудовской Аравии принято важное решение. В следующем году Казань будет носить статус культурной столицы исламского мира. В конференции Райс Республики участвовал лично. Это большое событие. Мы всех, кто принимал участие в этой работе, поздравляем. Это, во-первых, признание вклада наших просветителей, ученых, деятелей культуры и искусства в мировой цивилизации, а также знак доверия со стороны исламского мира России, конкретно Республики Татарстан, нашей столицы. Райс отметил, новый статус даст возможности интегрироваться в мировую повестку и укрепить международные дружеские связи России с другими странами. Он поручил подготовить план мероприятий тематического года. Обязательно, да? Полно готовим. Елена Зинатуллина, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. О годовщине вывода войск из Афганистана Райс сообщил и в своих социальных сетях. Он выложил ролик, сопроводив его словами: «Это дата – дань уважения тем, кто с честью и достоинством служил Родине, защищая ее интересы в самых разных уголках мира». Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, традиционно проходит в Казанском парке Победы. Сегодня к памятнику воинам-интернационалистам пришли сотни людей. Ветераны боевых действий, их родственники, близкие погибших бойцов, молодежь и представители общественных организаций. Несмотря на сложные погодные условия, некоторые приехали из районов республики. Для всех это особенный день. Возможность встретиться, узнать, чем теперь живут, и вспомнить боевых товарищей. Затем объявили минуту молчания. Караул из курсантов Казанского танкового училища возложил гирлянду к памятнику. Все, видите, вместе встречаемся, общаемся. Некоторые давно не виделись. Вот здесь даже приехали из Узбекистана, с Керчи, с Крыма. Вот. И есть день общения, день памяти. Что же говорить, там, вспоминаем армию, вспоминаем своих друзей, погибших, умерших. Вот. Специальная военная операция, в которой мы помогаем, возим туда гуманитарную помощь.
15 февраля 1989 года последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом. Тем самым завершился вывод советских войск из Афганистана. Это событие ознаменовало окончание многолетней войны, которая оставила глубокий след в истории нашей страны. Более 620 тысяч советских военнослужащих воевали в горячей точке. У каждого свой боевой путь. Историю Рената Хабибуллина, который отдал свой долг родине, а сейчас помогает бойцам СВО, выслушала Арина Тыринова. Вот Баграм, куда на аэродром под 18-летним мальчишкой нас привезли через Союз. Вот Союз, вот сюда на самолете. Выгрузились. Ренат Хабибуллин вспоминает зиму 1979 года. На афганскую войну он попал 18-летним парнем почти сразу после школы. Рассказывает, в тяжелых военных условиях пришлось быстро повзрослеть. Понимал, вместе с боевыми товарищами они отдают долг родине. И началась служба. Там холодно было. 2000 все-таки высота была. Сложности были первые года. Это же первый самый еще месяц не прошел. Бытовые условия. Значит, понятно, что спать негде, жить негде. Мы полгода, вот я лично не видел ни постели, ничего. Это машина, земля, палатка, землянка и так далее. В Афганистане Ренат Хабибуллин воевал почти 2 года. Снайпер 180-го мотострелкового полка. Сопровождал гуманитарные и продовольственные колонны, военные машины. А наша, так как мотострелок я, значит, мы шли между ними. При любом подрыве, нападении мы отражали и как бы охраняли эту колонну. Особенно сложно было вести бой в незнакомой местности. В Кабуле, где располагался их полк, повсюду горы и ущелья. Часто попадали в засаду. Одна из них навсегда врезалась в память. Когда мы шли, подбили машину, было, не спрятаться некогда. Мы попали в засаду. Со мной ранило товарища, сейчас он уже покойный. На груди у Рената Хабибуллина медали. Самое ценное для него за боевые заслуги. Хранить память о героях той страшной войны считает своим долгом. Уже много лет активист Российского союза ветеранов Афганистана. Сначала СВО вместе с однополчанами и друзьями отправили на передовую несколько десятков фур с гуманитарным грузом. По заявкам бойцов формируют посылки с вещами и техникой. Приобретаем, отправляем. Поэтому мы начали еще до мобилизации этим заниматься. Сейчас вот как раз я только вернулся со складов. Сейчас вот термобелье мы отправляем, кроме там теплых вещей, термобелье. Там же не стирают они. Негде стирать. Они ее использовали, выбросили. Носки. Перчатки обычные даже, да, вот эти вот. И уже у нас отработаны все, скажем так, взаимодействия. Будем надеяться, что мы вместе с СВОшниками, которые придут, тоже будем плотно работать именно в поддержании. Защита Родины – долг каждого мужчины, уверен Ренат Хабибуллин, независимо от того, где идут боевые действия, внутри страны или за ее пределами. У меня дедушки до 45-го года был в концлагере и был повешен. Второй погиб на Волховском фронте. Я тоже нашел место, все и так далее, так далее. Это уже говорит о том, что вот этот фашизм или война, она мне в семью принесла горе. Сегодня, 15 февраля, по всей стране проходят памятные митинги. Афганцы, их семьи, родные и близкие погибших собираются вместе и возлагают цветы к памятникам воинам-интернационалистам. Арина Тыринова, Алена Струминская, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане резко ухудшилась погода. С самого утра пошел снег, метет по всей республике. МЧС распространила предупреждение. Завтра ситуация осложнится. Пойдет сильный снег, видимость ухудшится до километра, поднимется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Все это приведет к снежным заносам и сложностям для водителей. По возможности воздержись от выхода на улицу при ухудшении погоды. Обходи стороной места скопления снега и наледи на крышах. Откажись от лишних перестроений, обгонов, опережений. Избегай внезапных торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Сразу 3 погибших на дорогах республики за сутки. В Казани на улице Чистопольская легковушка протаранила Kia. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Как выяснилось, за рулем была 19-летняя девушка без водительских прав. Она сама и 4 пассажиров были госпитализированы. Сегодня стало известно, одна из пострадавших, 18-летняя девушка, скончалась. В отношении девушки-водителя в ВАЗа возбудили административное дело и проводится расследование. В Апастовском районе автомобиль «Равон» выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Водитель китайца скончался на месте. Пассажир получил травмы. В Тукаевском районе «Газель» сбила пешехода. Шансов выжить не было. Автоинспекторы призывают участников дорожного движения быть бдительными, особенно в темное время суток, и учитывать погодные условия. Без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. На трассе уже метет.
Песня меня научила свободе, песня борцом умереть мне велит. Эти строки поэт-герой Мусад Джалиль написал в тюремных застенках. Сегодня его стихи звучали в честь 119-летия со дня рождения. Всю неделю продолжались литературные вечера, посвященные этой дате. 15 февраля – кульминация. К подножию памятника татарская интеллигенция возложила цветы. Из фондов Национального музея вынесли подлинник моабитских тетрадей. Желающие отправились на экскурсию по джалилевским местам. Репортаж Виктории Делис. У памятника Мусе Джалилю утром было многолюдно. Поэты, писатели, ученые, артисты пришли, чтобы почтить память земляка-героя. История его подвига известна каждому. У него была бронь, но он отказался и отправился на фронт в начале 42-го. Попал в плен, где организовал подпольную организацию против фашистов. В фашистских застенках писал такие пронзительные стихи о родине, о мире. Вспоминаем Муса Джалиля, о его соратниках. Здесь же у Кремля почтили память всех 11 джалиловцев. Они были казнены в один день, 25 августа 1944-го. Их барельефы высечены в граните и составляют единую композицию с памятником Мусы Джалиля. Особенно торжественный момент: только раз в году казанцы и гости столицы становятся свидетелями выноса оригинала моабитских тетрадей поэта. Это стихотворение, написанное в одноименной берлинской тюрьме. В год защитника Отечества честь нести подлинники выпала маме героя России Ивана Додосова, Татьяне Додосовой. Ее сын сейчас служит в зоне СВО. Когда позвонили и предложили принять участие в дне рождения Муса Джалиля в Национальном музее, это, конечно, большая честь. Особенно символично, что памятные торжества проходят в преддверии Дня защитника Отечества и в год 80-летия Победы. Мы сегодня чествуем не просто героев Великой Отечественной войны, но и героев дней сегодняшних, которые защищают нас сейчас. И очень трогательно, и я очень благодарна, Татьяна Николаевна, вам за то, что вы сегодня вместе с нами. Вся поляна к ней теснилась. Почему ты изменилась? Где взяла ты этот цвет? А подружка им в ответ: вот какое вышло дело. Ночью битва здесь кипела. Юные чтецы вдохновенно читали стихи поэта. Под аккомпанемент прозвучали татарские песни, написанные о Мусе Джалиле. Он внес огромнейший вклад для развития родного языка Республики Татарстан. Это событие является очень знаменательным для всего города и для всей республики. На уроках татарского языка нам часто рассказывали о моабитской тетради. А сегодня нам удосужилась такая честь увидеть ее вживую. Стихи Мусы Джалиля переведены на 60 языков. В конференц-зале музея открылась выставка, где представлены личные вещи, документы и фотографии поэта. Экспозиция открыта до 2 марта. В этом году мы также дополнили выставку фотографиями и документами соратников Джалиля. Это тоже татарские литераторы, поэты, писатели. Это Рахим Саттар и Абдулла Алиш. Они вместе с ним находились в одной и той же группе сопротивления, в плену, в концлагере. Судьба сложилась трагически у всех. Долгие годы тех, кто оказывался в плену, считали предателями. Дело Джалиля закрыли в 1952-м. Звание Героя Советского Союза он получил 2 февраля 1956-го. Виктория Делис, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Казани финальный день самого престижного республиканского турнира по кыряш памяти Мусы Джалиля. В этом году он проходит в 62-й раз. Испытать свои силы приехали почти 400 борцов со всей страны. Сильнейшие получают путевку на чемпионат России. Абсолютные победители – денежные призы в 170 и 50 тысяч рублей. Главная новость дня – свой пост руководителя Федерации кыряш Татарстана сегодня покинул Марат Ахметов. Он возглавлял ее почти четверть века. Новым главой Федерации единогласно утвержден депутат Госдумы от Татарстана Рустам Калимулин. Сегодня за красочными поединками они наблюдали вместе. Традиционно на этом турнире подводятся итоги прошлого сезона. Награждаются самые лучшие борцы, самые лучшие тренеры и самые лучшие журналисты, к слову. И мы очень рады, что газета «Ватан Татарстан» является непосредственным организатором. И традиционно все чемпионы они будут опубликованы в газете «Ватан Татарстан». И все наши читатели, весь татарский мир узнает лучших борцов турнира Мусы Джалиля.
Как дань уважения и признательности солдатам, труженикам тыла и всем, кто прошел через тяжелейшие испытания войны. По всей республике ветеранам продолжают торжественно вручать памятные медали в 80 лет Победы. В преддверии Дня защитника Отечества свои награды получили челнинцы, елбужане и буинцы. Как чествовали фронтовиков и тыловиков, в обзоре Светланы Звонаревой. С особой теплотой в Набережных Челнах вручили юбилейные медали Хайбуле Суйналиеву и Василе Гариповой. В начале войны ей было всего 8 лет. Помнит, как в марте 42-го пришло извещение о гибели отца. Он похоронен в братской могиле в деревне Людково под Тулой, а она стала главной помощницей мамы. После войны отучилась и 40 лет работала учителем. Над нами летали самолеты, близко бросали бомбы. Мы все были голодные, холодные, плакали. С 8-9 лет ходили на поле с мамой на работу. В юном возрасте встретил войну и Хайбула Суйналиев. Он рос в детском доме, с 10 лет работал за токарным станком. Мы пацаны, девчата, нам всего было 10-12 лет. Вот так, войну мы берегли, войну мы тоже работали. Мы помогали очень много. Сегодня в Елабуге живет всего один участник Великой Отечественной войны и 160 тружеников тыла. Рустем Нуриев с особым почтением вручил юбилейные медали в 80 лет Победы Виктору Кусакину, Анастасии Дудкиной, Клавдии Пустобаевой и Шамсии Мингалимовой. Своим трудом они ковали победу в тылу. Во время Отечественной войны работал на военном заводе 835, делали мины в Чистополе. Вот, я поступила 17-летней девочкой, проработал там до конца. 80 лет тому назад я работать пошел. Мне было 11 лет и 5 месяцев. Шла 41 год, шла война, и я иду в 5-ю школу Куйбышеву. А я все 4 года проработал войной ведь. Мы нужны были, необходимые. Я была еще круглой сиротой, я работала в деревне, в колхозе. Тогда техники не было. Женщины заменяли мужчин. Кто думал, что еще нас вот так будут с уважением чествовать? В Буинском районе 4 участника Великой Отечественной войны. Теперь они почетные граждане района. В знак признательности для них памятные медали в честь 80-летия Великой Победы. Михаил Панцирев в этом году отметит 100-летний юбилей, как и Зариф Хайрулин. Он воевал против нацистов, участвовал в освобождении Украины. На войну я попал 18-летним парнем в 1943 году. Сначала прошел через лагерь Суслонгер. Там были ужасные условия. Уже оттуда нас отправили на Украину. Михаил Панцирев в 1941 году копал окопы в Апастовском районе. Когда ему исполнилось 18, ушел на фронт. В составе стрелковой дивизии охранял границы страны на Дальнем Востоке. Также медали 80-летия Победы будут вручаться нашим тыловикам. Их в районе в порядка 200 человек проживает. Всем им огромное спасибо. Все ветераны достойны заботы и внимания. Каждый получит памятные медали за победу, которая досталась им неимоверным трудом. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. С 6 лет он знает, что такое любовь к родине и как помочь тем, кто ее защищает. Сейчас Даниле Мусину 16, и он уже участник Союза ветеранов СВО Высокогорского района и основатель гуманитарного фонда «Отряд обороны Донбасса». Юноша собирает и возит грузы в зону специальной военной операции. О своей работе он рассказывает на школьных патриотических уроках. На одном из них побывала Светлана Звонарева. Это мой шлем. Данила Мусин – самый молодой участник Союза ветеранов СВО Высокогорского района. Ему всего 16. В организацию его приняли за гуманитарную поддержку бойцов на передовой. Он не только собирает грузы, но и отвозит их в зону СВО. Какая помощь нужна бойцам и мирным жителям Донбасса, рассказывает в школах на уроках разговора о важном. Я занимаюсь гуманитарной помощью, лично доставляю ее в зону проведения специальной военной операции. Это на Донецкое направление, Луганское направление. Война для Данилы началась еще в 2014 году с Майдана. Его семья до начала 2000-х жила на Украине, затем переехала в Татарстан, но оставаться в стороне от происходящего не могли. Отец и брат Данилы стали ополченцами. Для меня война еще началась в 2014 году, когда мне было 6 лет. Я помогал своим родителям собирать гуманитарную помощь, подавал там тушеночку, коробочки, подавал одежду. И мой отец отправился вместе с моим старшим братом в ополчение. Еды не было, воды не было, укропы стояли,
прям впритык, накрывали сам город градами. В первую свою поездку Данила отправился еще в 2023 году вместе с мамой. Они везли гуманитарный груз в Донецк. Именно тогда он и принял для себя решение, что не будет сидеть сложа руки. 7 марта я приехал в Донецк, встретился там со своим старшим братом, он проходил службу в ОДШБР ветераны. Тогда я принял для себя окончательное решение, то что я буду этим заниматься, я не оставлю все это просто так. По словам Данила, обстрелы по пути – обычное дело. Летает много дронов, но опаснее, когда по жилым домам бьют хаймерсами. При мне в Макеевке снесли дом хаймерсом. То есть жилой обычный дом, где даже военнослужащими и не пахнет. Сейчас Данила учится в Казанском колледже. Главное – он надежное плечо и опора для мамы. Мама относится к этому тяжело, но уже старается смириться, потому что сначала отец ушел, потом за ним сразу старший брат, и тут я. Вообще лучик солнышка, на который были все надежды, и тут решил тоже ломануться с ними, помогать стране. Сейчас Данила готовится к следующей поездке в зону боевых действий и собирает гуманитарную помощь. В этот раз он планирует поехать к солдатам с отцом, которого комиссовали по состоянию здоровья. Светлана Звонарева, Алина Камалиева, Фанил Мухарлямов, ТНВ, Высокогорский район. Сегодня 90 лет исполнилось бы легенде татарской эстрады, народному артисту России и Татарстана Ильхаму Шакирову. Как подчеркнул Рустам Минниханов в своих соцсетях, это по-настоящему народный артист. Раис выложил ролик с песней «Идельбуя Каеннара» и спросил у подписчиков, слушаете ли вы песни Ильхама Абый? Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте электронной газеты «Реальное время». Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татарща. Здесь вы найдете еще больше информации, сможете посмотреть наши репортажи. Следите за нами и в других соцсетях. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи в 21:30. Программа долгосрочных сбережений. Государство в течение 10 лет ежегодно софинансирует ваши взносы. На уплаченные взносы предоставляется налоговый вычет. Национальный НПФ с вами уже 27 лет. Подробности по телефону или на сайте. Я вижу знаки. Они повсюду. Это знак. Путь свой найдешь или все потеряешь. И это знак. Мудрость озарит тебя или отвернется навсегда. Это знак. Не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. Простуда, грипп и ковид могут начинаться одинаково, а переносятся по-разному. Суперцены и скидка 10% на контрольный анализ в Гемотест. Хотите оставить детям наследие, а не долги? Инвестиции с финансовым домом «Амаль» помогут. Звоните по номеру на экране. 3 этажа волшебства. Зеркальные миры. Волшебный лес. Неповторимый супермаркет с забавными товарами и многое другое ждет вас во дворце впечатлений. Здравствуйте. Мне по списку. Клубную карту дай. Отличная новость! Клубная карта со всеми выгодами теперь в мобильном приложении farmland.ru. Установите приложение и получите промокод на 500 рублей. Пятигорские шубы. Сдайте старую шубу и получите скидку 40 тысяч на новую. С 10 по 23 февраля. Казань. Декабристов 154. Магазин Нарспи. Медицинский центр «Эра». Наркология, психиатрия. Круглосуточно, анонимно. Казань. Улица Восстания, 92. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимуллин. В предстоящие сутки республика будет находиться в центре циклона. Затем он будет постепенно отходить на восток. Подробнее после полезной информации. Для поддержания здоровья, особенно в зимние месяцы, фабрика здоровых продуктов предлагает вам попробовать свои согревающие чаи, волшебные сиропы и масла, натуральную косметику. И вся эта продукция наша, родная, из Лаишева. Приобрести продукцию можно по QR-коду на экране. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Зеленодольске и Кукмаре будет пасмурная погода. Ожидается снег. Температура днем 9-10, ночью 16-17 градусов мороза.
В Буинске, Камском устье и Тетюшах тоже облачно. Снег. Температура днем минус 9-10, ночью минус 16-17 градусов. В Чистополе, Новошишмирске и Черемшане ожидается облачность и снег. Температура днем 4-9, ночью 14-16 градусов ниже нуля. В Набережных Челнах, Менделеевске и Огрызе облачно. Снег. Температура днем минус 3-7, ночью минус 14-15 градусов. В Альметьевске, Бавлах и Азнакаево будет пасмурно и снежно. Температура днем 3-5, ночью 13-14 градусов со знаком минус. Продажа квартир в жилом комплексе «Новые Горки», в строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Альметьевского парка и шаговой доступности метро «Горки». Узнайте подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2 677 677. В туристических городах республики тоже снег. В Свияжске днем 9, ночью 16 градусов ниже нуля. Будет облачно, пройдет снег. В Болгарах облачно, осадки в виде снега. Температура днем 9, ночью 15 градусов мороза. В Елабуге тоже облачно, снег. Днем минус 5, ночью минус 15 градусов. Санаторий Шифалысу Ижминводы осуществляет деятельность по направлениям: желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательная система, укрепление нервной системы, нарушение обмена веществ и многим другим. Преимущество санатория – питьевая минеральная вода Шифалысу, йодобромные ванны, сахские иловые лечебные грязи, лечебный климат и современная лечебная база. Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифалысу Ижминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани будет облачно, пройдет небольшой снег. Температура днем 8, ночью 15 градусов мороза. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Влажность 73%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Хорошего настроения и приятных вам выходных.